Здравствуйте! Вместе с весной в Иркутск пришел и сезон ремонта автомобильных дорог. Специалисты обещают его в этом году выполнить быстро и качественно, что немаловажно. Несмотря на то, что ремонт начался всего лишь в четверг прошлой недели, кое-что уже можно увидеть сегодня. Об этом после рассказа о других не менее значимых событиях дня. Здравствуйте! Двое участников голодовки пенсионеров города Нерюнгри в субботу были госпитализированы, сообщает координатор акции Роза Лотова. Оба госпитализированных мужчины 52 и 59 лет. И потому вот с воскресенья акцию продолжают 10 человек, и самое угнетающее впечатление на них производит то, что никакого движения со стороны властей пока нет. Голодающие все еще ждут ответов на свои телеграммы в администрацию президента России, премьеру Фродкову и Генпрокуратуру. Да, не теряют надежды, и напомню, что голодовку они начали 19 апреля еще. Совет директоров Туймады Даймонд в пятницу утвердил повестку годового собрания акционеров. В нее включен вопрос о досрочном сложении полномочий действующего генерального директора Георгия Яковлева, сообщается на сайте в Якутии.ру. А что касается годового отчета акционерного общества, то рассмотрение его перенесено на более позднюю дату. В свое время власти Якутии призывали население обменивать свои ваучеры на акции Туймады Даймонд и заявляли о высокой степени надежности компании. И еще о том, что это будет очень патриотично, не дать скупить наше алмазное предприятие. Вот теперь, что называется, мы оказались, если не у разбитого корыта, то, по крайней мере, с пустыми бумажками, это точно. В пятницу мы уже сообщали о возбуждении прокуратурой уголовного дела по факту расходования 8 миллионов рублей из бюджета Якутска на погашение кредитов горожан. Между тем, в мэрии до сих пор понятия не имеют, о чем идет речь. Начальник правового комитета мэрии Саргалана Готовцева смогла только предположить, что, возможно, в прокуратуре неверно сформулировали, не точно сформулировали суть происходящего. И на самом деле, возможно, речь идет о прокурорской проверке по факту какого-то заявления, скажем, горожан о нарушении их прав. И тут цитата. «Таких претензий у нас тонны скопилось, проблем в городе немало, и далеко не все из них могут быть разрешены нашими силами. По каждому такому заявлению прокуратура проводит проверки, а затем выносит постановление с отказом возбудить уголовное дело. Если бы претензии были признаны законными, то нас бы поставили в известность официально, направили бы по копию постановления о возбуждении уголовного дела, но ничего похожего мы не получали». Конец цитаты. Вот такая вот какая-то неприятная история получилась с этим самым уголовным, а может быть не уголовным делом. О боксе. После воскресных боев на чемпионате России стало очевидно, что 6 якутян могут стать медалистами. Они пробились в полуфинал. В наилегчайшей весовой категории до 48 килограммов в полуфинал попал Дмитрий Винокуров. А в следующей весовой категории до 51 килограмма в полуфинал прошло сразу двое якутян. Это Георгий Балакшин и Семен Степанов. В весе до 54 килограммов мы вправе ждать медали от Николая Дмитриева. А в весе 57 килограммов от Афанасия Паскачина. И, наконец, в самом тяжелом весе до 91 килограмма в финал пробился еще один боксер из нашей республики Вадим Лихман. На очереди сообщение о футболе. Самой большой и приятной неожиданностью начала футбольного сезона в Якутске стало появление команды «Молочный дождик», в которую перешли в полном составе футболисты мини-футбольного профессионального клуба «Заря». И нет ничего удивительного, что «Молочный дождик» оказался в числе фаворитов этого турнира. Напомню, что начался он еще 30 апреля, и в нем участвуют 16 футбольных команд Якутска. А во вторник 4 сильнейших команды сыграют полуфиналы. В 17 часов на поле выйдут игроки «Коммунальщика» и «Университета», а в 18:30 «Ирбиса» и «Молочного дождика». И короткая ситуация на Лене. Нижняя кромка ледохода миновала Ленск и к сегодняшнему утру продвинулась на 100 километров. Уровень воды у Ленска вдвое ниже критического. Участники дорожного движения заметили, что начался дорожные работы по городу Якутску, в частности, развернуты работы на улице Лермонтова, и ведутся работы по ямочному ремонту по центральной части города. Это проспект Ленина, улица Хабарова, площадь Победы, для подготовки к 9 мая. Вечером я эту сторону закончу, завтра другую сторону. То есть получается, что к 9 мая вообще все закончите? Да. До праздника все будет готово, полностью. Вообще в сумме порядка 10 километров у нас выходит. В этом году мы делаем капитального ремонта где-то около 10 километров. Это, конечно, крайне мало для нашего города. На ремонт этих 10 километров будет затрачено 70 миллионов рублей. В 22 миллиона рублей обойдется водоотведение вдоль улиц, 5 миллионов рублей будет затрачено на строительство перехода с проспекта Ленина в 202 микрорайон.
Еще 6 миллионов рублей потребуется на строительство габионов на берегу озера Сайсары вдоль улицы Лермонтовой. Наконец, 13 миллионов рублей обойдется ремонт улиц в пригородах. На все на это планируется в течение года израсходовать 122 миллиона рублей. Это в 2 раза больше, чем год назад. Вы когда сами по улицам ездите, вообще какое настроение? Настроение? Ну, я-то просто осознаю сложившуюся ситуацию, почему она такая ситуация в данном случае по дорогам. Ведь не бывает такого, чтобы в 1-2 года сделали серьезный ремонт на всех улицах. Такого в принципе не может быть. Если раньше, в те времена, так скажем, может быть, социализма, все это было несколько планово, и деньги выделялись в плановом порядке, и их, так сказать, неосвоение наказывалось, то сейчас мы, по большему счету, исходим из средств, которые нам дают, а не из той потребности, которая сейчас на улицах. Ну вот скажем, если 10 километров в этом году можно отремонтировать в городе, то скажем, если каждый год по 10 километров, то это насколько вообще по времени растянется? Я понял, вот чтобы, так сказать, ответ дать на ваш вопрос, могу сказать следующее. Нам республикой передано 235 километров дорог. Сейчас по уточнению, по паспортизации, их протяженность, конечно, будет даже больше гораздо. Вот, так берем 235, процентов 70-75 из этих улиц, они практически, в непригодном состоянии находятся в настоящее время. Так. Арифметика проста. Вот возьмем даже 75%, порядка 200 километров дорог нам надо сделать в городе. Если мы будем по 10 километров делать в год, это сколько у нас получается? 20 лет? 20 лет. Ну, то есть заведомо успевать все равно не будете? Да, конечно, конечно. Тут рывок в дорожном строительстве быть. Дороги финансировались по остаточному принципу от всех объектов. Либо вообще деньги не выделялись, и такие года были у нас, либо выделялись в крайне мизерном состоянии. И деньги эти размазывались на ямочный ремонт по городу Якутску. Естественно, для того, чтобы сейчас выйти из сложившейся ситуации, надо влаживать довольно серьезные деньги. Как минимум на уровне текущего года. Ремонт будет выполнен в недельный срок. Довольно активно подрядчик взялся за работу. Работает там предприятие с достаточным опытом работы, это Сахавтодор. Работаем, так скажем, не создавая особых хлопот и неприятностей для автолюбителей столицы. Вот. Я думаю, люди должны с пониманием отнестись к этому. Это делается для горожан. Неделя это реально? Да, вполне реально. Вполне реальный срок. В недельный срок мы выполним работу. Вот. Далее пойдет работы по центральной части улиц города Якутска. Это улица Орджоникидзе, улица Белинского будут работы активно. И коснется, так скажем, капитального ремонта с элементами реконструкции улица Курашева. Будут произведены работы по устройству тротуаров, так скажем, совмещенные со строительством аллеи Славы в районе Минсельхоза. Пешеходные мостики будут устроены, и отреконструированы опоры наружного освещения. Насколько подрядчики оказались готовы к началу ремонта дорожных дорог? Значит, один из наших подрядчиков, в принципе, к 1 мая был уже готов, то есть и техника, и асфальтобетонный завод был настроен на работу. В общем-то, это Сахавтодор. Второй подрядчик, так скажем, в ближайшее время, к 9 мая, это строительное управление 3 восьмерки, также берет на себя обязательство ввести в строй, так скажем, и технику, и асфальтобетонный завод, и активное участие принять в работе по ремонту наших улиц. Автомобилистов, безусловно, радует, что ремонт дорог начался, да, но в то же время достаточно много хлопот в связи с тем, что они мешают проезду нормальному. Примерно, так сказать, основные, объем работ, к какому числу вы планируете завершить? Вообще весь план дорожный, так скажем, неоднократно озвучился, это порядка 120 миллионов рублей. Да. Он будет сверстан и выполнен к концу июля текущего года. То есть в августе мы совершенно свободно будем ездить? Реальные планы, так скажем, и сил, и средств у наших подрядных организаций хватит для того, чтобы к концу июля планы сверстать и выполнить ремонт наших дорог. Получается, что между двумя такими постоянными состояниями наших дорог, либо бездорожьем, либо их ремонтом, мы все-таки с вами еще несколько месяцев успеем насладиться и приятной поездкой по улицам столицы нашей республики. Будем этого очень и очень ждать. На сегодня все. Встретимся завтра. Всего доброго.